Чем Артес. Большинство видеороликов на моем канале снято в гимназии искусств. Там я учился 7 лет. И в этом году я ее закончил. Благодаря преподавателям, воспитателям и сотрудникам гимназии искусств я преобразовался от обычного деревенского парня до сегодняшнего меня. К сожалению, из-за пандемии я там уже не учился 2 месяца, а был на дистанционке, учился дома. И сейчас недавно нас позвали в город попрощаться с гимназией, забрать все вещи, которые там остались. Перемещаемся из села в город, но сначала небольшое интервью. Осенью прошлого года я познакомился с персональным тренером Макаровым Андреем. И сейчас во время этой поездки с ним тоже встретились, потренировались. Я даже взял небольшое интервью. Много слышал то, что спорт меняет жизнь. Что было до спорта у тебя? Что случилось после спорта? Как изменилась твоя жизнь? До спорта было все не очень хорошо. Я был редиской. Нехороший человек. Очень плохим человеком. Да ладно, скажу как есть. То есть я жил в очень плохом районе, был в очень плохой компании, занимался очень плохими вещами. Были приводы в полицию, были различные моменты с наркотическими веществами. Но спорт мне помог от этого уйти. То есть скажем так, спорт это был переломным моментом в моей жизни. Я полностью отказался от всех своих плохих привычек, отдался полностью в это ремесло, сделал это смыслом своей жизни и отказался от своей прошлой жизни. Стал развиваться, мне стало интересно, на что я способен. То есть поначалу было все очень тяжело, поначалу было все очень печально, и мне стало интересно, то есть появился азарт какой-то, азарт в плане того, что я вообще смогу. Смогу ли я вообще что-то сделать, смогу ли я себе доказать, что я способен на это. Поэтому было всякое, и спорт это всякое мне помог преодолеть. С Андреем полностью согласен. Спорт в моей жизни появился тоже недавно, 4 года назад. После этого многое изменилось. И любовь к спорту мне привела тоже гимназия. Там я занимался в тренажерном зале, с этого все начиналось. Сейчас постепенно перехожу на турник. Это, если что, иду не я, а мой друг. Пока был в городе, с ним тренировались. И сейчас будет дикая музыка и короткие кадры с тренировок. Сейчас ты чем занимаешься? По поводу работы, я работаю персональным тренером. Я являюсь сертифицированным тренером. У меня есть высшее образование, физическая культура и спорт. Это больше, чем работа. Мне кажется, это хобби, это ремесло. То есть это то дело, которое мне нравится. То есть я за эти года, сколько я работаю тренером, я ни разу не сказал фразы, что мне завтра опять на работу. То есть это мое ремесло, мне нравится помогать людям, мне придает силы, заряд людей, когда они видят свой результат, когда они мне пишут слова благодарности. Это очень ценно и придает мне очень много силы доработать дальше. Вообще я нахожусь на пенсии, у меня по военной моей карьере уже минимальная пенсия, а так персональный тренер это хобби, ремесло, которое дает мне дополнительную копеечку. Приступим к лирической части. Помню, как 7 лет назад попал в гимназию. Вначале часто путался в ее нескончаемых коридорах. А в этой гостиной в последнее время я снимал вступление к видео. Вот это моя первая комната в гимназии искусств. Здесь я жил 5 лет. Ремонт сделали сами. Линолеум поменяли тоже мои родители. Родная комната. Конечно, здесь сейчас все преобразовалось. И вот такой вид с окна открывается на Октябрьский проспект в городе Сыктывкар. Сейчас вся зелень закрывает дорогу. Зимой было видно все. Вещи собраны. Пора покидать родную гимназию.
Сейчас у всех выпускников будет другая жизнь, но всегда важно помнить, где ты становился личностью, где тебя воспитали, заботились. Это, конечно же, о своей школе, да и о своем родном доме тоже. Благодарю за просмотр. Если понравилось видео, подпишись, поставь лайк, поделись с друзьями. Ну а мы продолжаем. Республика Коми богата и вечна, озер в нем не исчез, ручьев и тельма, и есть среди них Богом данное место, сердцу близкое мне, мой родной Брыкалаш. И есть среди них Богом данное место, сердцу близкое мне, мой родной Брыкалаш.